Вы Ну, точно вот подметили, что сознание действительно понимает, что жизнь — это движение. И вот для него даже в духовном плане, да, то есть что нужно делать? Постоянно достигать каких-то целей, двигаться по духовному пути. правильно. Ему кажется, Это, что все, что конечно. вне динамики, это скучно, может быть, как-то. Ну, Или она не воспринимается да, да, сознанием. да. Почему? Мы должны завоевывать, да, мир Мгм. духовный. То есть мы должны Двигаться к цели там отстаивать. какой-то, достигать Правильно. вот этой А любви. что это порождает? Мгм, Это мгм, порождает то, что появляются так называемые святые места. мгм, Это порождает стремление, идущее от нашего сознания мгм, в силу динамики нашего мгм, мира, мгм. двигаться к этим святым местам. Там якобы есть какие-то энергии, которые дадут нам, кому нам, нашему Дополнительный телу, всплеск какой-то. да, Мгм. дадут энергию. Есть такое, мы не спорим. Но святые места там, где есть наибольшее количество первичной энергии, аллата. Это не обязательно Концентрация. привязка к каким-то местам, которых вот когда-то оно было, и там повышенная концентрация, как ты говоришь, да? Мгм. Вот этих сил. Ну, есть и такое, ну не суть важно. Если ты не готов этого воспринять, то где бы ты ни находился, ты этого не воспримешь. И оно уж тебе никаким образом не поможет в духовном плане. А если человек действительно настроен на духовное развитие, если он стремится, выполняет, скажем, первые основы. А первая основа на духовном пути — это какая? Сила внимания. Мгм. Правильно? Да-да-да. То есть Когда ты правильно его вкладываешь силу распределять. внимания, Куда ты его вкладываешь, что и порождает. умножается. Если ты приходишь на какие-то места или общаешься с кем-то, ну, у кого есть излишек этих сил, кто сам излучает эти силы, ты это чувствуешь. Все чувствуют люди, даже атеисты эти чувствуют. Ну, по-другому называют, по-другому воспринимают, но факт остается фактом. Человек это чувствует. Куда тратит он потом эту силу, даже получив ее? В материю. То есть уходит в магию. Если мы получили дополнительные силы какие-то, то значит мы что-то можем. И здесь сознание сразу говорит: ну давай, мечтай, думай, вкладывай, получай. Да? Ну и с отсюда обман не духовное освобождение, не любовь истинную, да, не стремление к миру духовному, а банальные материальные вещи: здоровье, богатство, еще что-то там. Все очень просто. Вот так у нас устроено наше сознание.